где жизнь и смерть неразличимы. Там, где свет страшнее тьмы. Там, откуда не возвращаются. Сверхъестественное? Нет. Всего лишь норма. В другом измерении. Step forward and identify yourselves now! Истина где-то рядом, на Первом канале. Секретные материалы. Каждый понедельник. Новые супердышащие Хаггис созданы специально для самых маленьких. Необыкновенно мягкие даже для такой нежной кожи. Хаггис позаботится о сухости и защите, а ваша кроха сможет открывать новое и познавать мир. Хаггис. Растем и развиваемся вместе. Международный благотворительный фонд Юрия Башмета и мобильные телесистемы представляет концерт мировых звезд в честь вручения премии имени Дмитрия Шостаковича лауреату 2001 года Ирине Антоновой. Кофе Гранд. Рождение нового вкуса. Фотоаппараты Kodak KE. Вы легко заряжаете пленку. Фотоаппараты Kodak KE. Вы лишь нажимаете кнопку и радуетесь отличным снимкам. Kodak KE. Заряжать пленку проще простого. Для мытья посуды Миша использует дорогое средство, а Саша более дешевое. Новая Дося также эффективно удаляет жир и другие загрязнения. А если не видно разницы, зачем платить больше? Дося – надежное и экономное средство для мытья посуды. Еще больше качества по разумной цене. Общероссийский национальный военный фонд. Мы помогаем военнослужащим. По просьбе президента Российской Федерации мы оказываем материальную поддержку семьям погибших при выполнении воинского долга. Попечительский совет фонда просит каждого, у кого есть такая возможность, оказать финансовую помощь семьям героев. Общероссийский национальный военный фонд. Здравствуйте, вы смотрите новости на канале общественного российского телевидения, в студии Игорь Гмыза. Начнем с международных сообщений. Сегодня вечером, как ожидается, станет известен состав правительства национального единства Македонии. Договоренность о создании коалиционного правительства стала возможной, когда оппозиционная партия демократического процветания, представляющая интересы албанского населения страны, сняла условия о прекращении огня правительственными войсками. Вследствие этого армия Македонии вновь подвергла интенсивному обстрелу позиции албанских боевиков в районе города Куманово. Сегодня ночью в Панкийском ущелье освобожден депутат парламента Грузии Петре Цискаришвили и его невеста Анна Сурмава, находившиеся в заложниках 7 мая. Напомню, что они пропали в минувший понедельник в Тбилиси, а на следующий день машина депутата была обнаружена в Махмедском районе республики вблизи Панкийского ущелья. К поискам Петра Цискаришвили были подключены полиция, спецслужбы и пограничные войска. Пока грузинские правоохранительные органы не раскрывают подробности проведения операции. Ожидается, что в ближайшее время о случившемся журналистам расскажет сам депутат. Во второй половине дня он собирается провести пресс-конференцию.
Предотвращена очередная попытка терактов близ самого многолюдного рынка в Пятигорске. Гранату F1 со снятой предохранительной чекой, готовую взорваться при неосторожном прикосновении, обнаружил в субботу вечером сотрудник охранного предприятия. В городах региона Кавказских минеральных вод в последнее время произошла серия терактов с применением самодельных взрывных устройств и гранат в местах наибольшего скопления людей, в частности, на рынках. С начала года на Ставрополе обнаружено и обезврежено 12 взрывных устройств, 7 килограммов взрывчатки, 37 тысяч гранат, мин, снарядов и других боеприпасов. И еще одно сообщение Северного Кавказа. В Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности был обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Репортаж Алика Абдулгамидова. По мнению сотрудников ФСБ, тайник в этом старом заброшенном карьере появился недавно. Мешки с оружием были слегка засыпаны сверху землей. В тайнике обнаружены 15 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, противопехотная мина МОН-90 и противотанковый управляемый... религиозным экстремистам. Есть предпосылка, что такие схоны еще несколько. Подробности специальной операции, в ходе которой удалось обнаружить тайник с оружием, сотрудники ФСБ пока не раскрывают. Это вторая подобная находка в Хасавюртовском районе за последнюю неделю. Ранее оперативники нашли тайный склад экстремистов в приграничном Чечне лесном массиве. Там было припрятано более 100 ящиков с патронами разного калибра. Алик Абдулгамидов, Альберт Магомедов, Абдулла Гасанов, ОРТ, Дагестан. Официальная хроника. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня в Россию с 5-дневным официальным визитом. На понедельник намечены его переговоры с Владимиром Путиным. Российская сторона отмечает близость или совпадение позиций двух стран по актуальным проблемам мировой политики и тесную координацию подходов как стран-производителей нефти. Уго Чавес накануне поездки в Москву заявил, что намерен затронуть на переговорах в России вопросы привлечения инвестиций в экономику его страны, а также возможность закупки в России оружия и военного оборудования. Кроме того, он не исключил, что после его визита произойдет сближение России с организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК, в которой сейчас председательствует Венесуэла. Напомню, что накануне премьер-министр России Михаил Касьянов провел встречу с генеральным секретарем ОПЕК Али Родригесом. В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним стабильным уровнем мировых цен на нефть. Али Родригес проинформировал российского премьера о дальнейших планах ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка. Сегодня стало известно, что в субботу в Москве на 76-м году жизни скончался известный российский авиаконструктор, академик Алексей Туполев. Сын выдающегося советского авиаконструктора Андрея Туполева был генеральным конструктором Самарской авиационно-технической корпорации. Доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда Алексей Туполев в разное время руководил созданием ряда военных и гражданских самолетов, в том числе сверхзвукового Ту-144 и стратегического бомбардировщика Ту-160, а также космического корабля многоразового использования «Буран». Сегодня Россия отмечает 55-летие отечественного ракетостроения. 13 мая 1946 года Совет министров СССР распорядился создать в системе Министерства вооружений научно-исследовательские центры по разработке ракетной техники. Для научных исследований и испытаний ракетной техники был создан государственный центральный полигон Министерства обороны Капустин-Яр. Главным конструктором по разработке комплекса автоматически управляемых баллистических ракет дальнего действия стал Сергей Королев. На базе немецкой ракеты Фау-2 создавалось новое, более совершенное оружие. 2 года шли испытания. Хвостовое оперение ракеты не выдерживало плотных слоев атмосферы. Во время первого пуска ракета, пролетев 207 километров, сгорела в воздухе. После второго запуска ракета вдруг развернулась на Саратов, но отклонилась от цели и упала в 180 километрах от города. 10 октября 1948 года старт первой советской баллистической ракеты под кодовым номером Р-1. Из 9 ракет 7 попали в цель. Еще не имея собственной атомной бомбы, Советский Союз опередил США в создании ее носителей. А уже 2 февраля 1956 года советская ракета Р-5М с ядерным боевым зарядом поразила учебную цель на расстоянии 1200 километров.
Сейчас на боевом дежурстве стоят уже межконтинентальные баллистические ракеты 5-го поколения. Среди них и российский ракетный комплекс «Тополь-М», который не имеет аналогов в мире. Его запуск нельзя заблокировать даже ядерным взрывом противника. При этом боевая ракета, способная преодолеть любую систему противоракетной обороны, может быть использована и в мирных целях для вывода на орбиту коммерческих космических аппаратов. Всего же за 55 лет с полигона Капустин-Яр произведено уже более 130 пусков ракет космического назначения и выведено на орбиту свыше 80 аппаратов. Алексей Бархатов, ОРТ. В Севастополе сегодня отмечают 218-ю годовщину со дня основания Черноморского флота. Во Владимирском морском соборе, где похоронены прославленные русские флотоводцы, будет отслужен торжественный молебен. А на набережной будет открыт памятный знак в честь основателя Черноморского флота Федота Клюкачева. В этот день в 1783 году в Ахтиарскую бухту впервые вошли русские корабли. Командир эскадры Федот Клокачев выполнил поручение императрицы, нашел идеальное место для будущей военно-морской базы. Осмотревшись на месте, вице-адмирал Клокачев отправил в столицу донесение. Нигде в Европе нет бухты, подобной Ахтиарской. В ней можно разместить до 100 линейных кораблей. Ответом Клокачеву стал указ Екатерины II о сооружении на берегах Ахтиарской бухты большой крепости Севастополь. Морские силы России на юге с этого дня стали называться Черноморским флотом. Построив военно-морскую базу на Крымском побережье, Россия бросила вызов всем морским державам. В разное время в этом театре военных действий главные роли сыграли выдающиеся флотоводцы – Ушаков, Нахимов, Лазарев, Истомин, Корнилов. Подвиги в Чесменском, Новоринском, Синопском сражениях принесли русским морякам-черноморцам мировую славу. Флот и город вместе выдержали две тяжелейшие обороны во время Крымской и Великой Отечественной войн. Третьей обороной Севастополя моряки в шутку называют события последнего десятилетия. После провозглашения Украиной суверенитета Севастополь стал украинским городом, а все его жители были объявлены гражданами Украины. На разрешение дипломатических казусов и дележ кораблей и причалов ушли годы. Только в 1997-м закончился раздел флота. На российских кораблях подняли андреевские флаги, офицерам и мичманам стали оформлять российское гражданство. Сейчас все больше российских призывников подают заявление с просьбой направить служить на Черноморский флот. Морякам относятся хорошо здесь, любят моряков. Здесь моряки всегда были. И все названия здесь, и вообще и улицы, и бастионы, это все российское имеется в виду. Так и дышит историей. Алена Иваниченко, Вадим Теличев, ОРТ, Севастополь. У столицы государства Мьянма появилась новая визитная карточка. Здесь установлена статуя самого большого в мире Будды, вырезанного из цельного куска белого мрамора. С подробностями Александр. Глыба мрамора до обработки весила почти 700 тонн. Такого веса не выдержит ни одна дорога и ни один мост. Поэтому пришлось сконструировать специальную баржу и перевозить камень по реке. Почти год потребовался, чтобы доставить кусок мрамора из горного карьера, где он был обнаружен, в столицу Мьянмы. Последние сотни метров на вершину холма он проделал по 2 железнодорожным полотнам. В своем названии новая буддийская святыня сочетает слова Чантра и Абая, что означает счастье и защиту от напастей. И еще Будда добродушно улыбается. Статуи смеющегося Будды особо почитаемы среди верующих. Говорят, что если его погладить, он принесет не только счастье, но и богатство. Причем гладить нужно ласково, без хлопков. В противном случае об исполнении желаний можно будет только мечтать. Александр Ильичев, ОРТ. В городе Азове Ростовской области продолжает работу экспедиция, организованная известным норвежским путешественником и исследователем Туром Хейердалом. Тур Хейердал пытается найти в Приазовье подтверждение своей теории о том, что 20 веков назад здесь жили викинги. Репортаж Александра Чернецова. Андрей, кое-что есть. Кое-что оказалось серебряным кольцом, изготовленным древнерусскими мастерами. Хорошо сохранившееся ювелирное изделие XIV века поможет археологам разгадать тайну древнего городища. Мы находимся в ремесленном квартале средневекового города Азак. Это все был квартал средневекового города, XIV век.
До цели, которую поставил перед учеными экспедиции тур Хейердал, еще, как говорится, копать и копать. По мнению местных краеведов и историков, Азак – праправнук того города, который ищет Хейердал. Работа не прекращается даже с наступлением сумерек. Ночью ученые и студенты на раскопках несут вахту, чтобы не допустить мародерства. С каждым днем археологи все ближе к тому заветному слою земли, где 87-летний путешественник надеется найти следы своих норвежских предков, древних викингов. Согласно его сенсационной теории, 20 веков назад викинги проживали в низовьях Дона. Однако под угрозой нашествия римлян они покинули берега Таны, древнее название реки Дон, и после долгих скитаний осели в Скандинавии. Я благодарен моим русским коллегам и друзьям за помощь и поддержку моей экспедиции. Мы сделаем наше новое научное открытие вместе. Эта красивая гипотеза, признается ученый, пока не находит поддержки у его норвежских коллег. С русскими, шутит Хейердал, работать интересней. Они верят в чудеса. Правда, местным краеведам совсем не до шуток. Может быть, это все-таки привлечет внимание к проблемам нашей археологии, потому что, вот видите, у иностранцев находится внимание и желание копать наши памятники, чего не находится у нашего государства. А еще у иностранца Хейердала на раскопке в Азове нашлись деньги. Все расходы по работе экспедиции он взял на себя. Чем закончится это предприятие, станет известно не ранее, чем через 2 месяца. Именно столько в Азове проведет международная экспедиция тура Хейердала. Александр Чернецов, Алишер Хаджаев, Олег Пудов, Александр Яценко, Южно-Российское бюро ОРТ. Сегодня в Казани спектаклем «Баядерка» открылся 15-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Репортаж Эдуарда Хайруллина. О приезде Нуриева в Казань в последний год перед смертью уже складывают легенды. Достоверен только один факт. В этой директорской ложе уже после спектакля сам Рудольф Нуриев дал согласие, чтобы Казанский фестиваль классического балета носил его имя. Фестивалю уже 15 лет. В программе нынешнего 10 спектаклей, как обычно, классического репертуара. Ради «Баядерки», которая открыла фестиваль, Елена Князькова отменила свое выступление в Монте-Карло. По ее словам, этот сложный спектакль смогли поставить не более 5 театров мира. Я вообще «Баядерку» просто обожаю, поэтому я с любовью сюда лечу на крыльях, когда особенно меня зовут золотники. Из-за забастовки немецких авиаторов Ирина Шапчет задержалась в Бельгии и выйдет на сцену без репетиций. Организаторы к экстремальным условиям уже привыкли. Говорят, что в дни фестиваля в театре даже воздух меняется. Каждый актер, даже танцуя классическое произведение, как бы известно, все равно несет свое «я», все равно несет какую-то частицу своей души, своей интерпретации того или иного образа. Нуриевские дни в Казани называют самой лучшей школой балета. Местные танцоры стараются не отставать от приезжих звезд. В этом году зрители увидят Анастасию Яценко и Георгия Миланина из Большого театра, солистов Национальной оперы Латвии Юлию Гурвич и Сергея Наикшина, танцор из Эстонии Владимира Архангельского, Айдара Ахметова, танцующего сейчас в Калгари. В программе «Лебединое озеро» и «Жизель», «Анюта» и «Дон Кихот», национальный балет «Шурали». Классическому танцу, особенно нуриевскому репертуару, здесь хранят верность. Модерного эксперимента допускается только в гала-концерте. Всем гостям-дебютантам всегда рассказывают главную театральную легенду о том, что дух Нуриева незримо присутствует на каждом фестивале и может сделать великим любого, кто выступает на этой сцене. Эдуард Хайруллин, Роман Безменов, ОРТ, Казань. Это все о событиях к этому часу. О их развитии мои коллеги расскажут вам в следующих выпусках новостей, которые выйдут в эфир на канале общественного российского телевидения. Спасибо за внимание и до следующей встречи. Всего доброго. Единственные в мире военные летчики, выполняющие фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-27. Вот уже 10 лет им нет равных. Спецрепортаж «В небе русские витязи» 13 мая на ОРТ. Странно, такой серьезный человек, а машины нет. При сопротивлении тебя могут просто застрелить. Молодец. Я хочу предложить выйти вам за меня замуж. Прощай. Тесты для настоящих мужчин. Новое кино. Сегодня вечером.
Почему он не отвечает? Смотри, вот и ответ. Хотя он сам закрывал корпус, как бы провоцирует защитника на столкновение. Может, эта новость о результате матча Бразилия-Коста-Рика несколько успокоила турецкую команду? Хотя, повторяю, Здравствуйте, в студии Михаил Финагеев. В начале выпуска о половодье. Несмотря на то, что на Ветлуге, Вятке и с Дальнего Востока. Большая часть региона во власти мощного циклона. Из-за него везде ненастно. В Якутии на севере снег и минус 3,8, а в центре и на юге дожди, там плюс 10-15. Очень плохая погода в Забайкалье. Там в зоне атмосферного фронта пройдут грозовые дожди, усилится ветер до 28 метров в секунду. Температура плюс 15-20, в Бурятии 9-14 тепла. На юге Дальнего Востока без осадков, в Хабаровском крае и в Приморье в дневные часы плюс 25-30. Теперь Сибирь. На юге Восточной Сибири в области повышенного давления в основном без осадков, но в центре и на юге Красноярского края дожди пока возможны. Температура плюс 10-16. На севере местами снег, на Таймыре минус 8-13. На юге Западной Сибири в антициклоне дождей не ожидается. Преобладающая температура воздуха плюс 13-18. На юге Омской и Тюменской области плюс 19-24. На Урале столько же, от 19 до 24 градусов, но здесь возможны дожди. На европейской территории России фон атмосферного давления пониженный. И основной виновник ненастья – вот этот южный циклон. На Северном Кавказе пройдут кратковременные грозовые дожди. Во время грозы ветер усилится почти до 20 метров в секунду. И там по-прежнему не жарко. Плюс 15-20. На Черноморском побережье погода тоже дождливая и прохладная. В Геленджике, например, температура воздуха плюс 17-19, а воды около 15 градусов. На Средней Волге местами небольшие дожди, днем плюс 19-24. В Черноземье немного прохладнее, плюс 10-15 и тоже дожди. К сожалению, ничем не могу порадовать и жителей Центрального района. В воскресенье день будет дождливым и к тому же довольно прохладным, плюс 8-14, а ночью на севере заморозки до минус 2. На севере европейской территории скажется влияние другого циклона, поэтому здесь тоже осадки. В Мурманской области всего плюс 3,8, в Архангельской области плюс 6-11. В северо-западном районе от 11 до 16 тепла, не исключены дожди. И в Калининградской области уже возможны дожди. Правда, в самом Калининграде без осадков, в дневные часы плюс 16-18. В Санкт-Петербурге осадки тоже маловероятны, температура ночью 1,3 выше нуля, днем 11-13 тепла. В Москве, по данным Метеобюро столицы, завтра облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Ночью плюс 3,5 на северо-западе области, при прояснениях заморозки на почве до минус 1. Днем плюс 9-11, в Подмосковье до 14 тепла. Ветер северный 3,7 метров в секунду, атмосферное давление пониженное. И о состоянии магнитного поля Земли. Как нам сообщили из Центра прогнозов Института земного магнетизма, в ближайшие дни ожидается усиление геомагнитной активности. Так что будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких. Соблюдайте предписания врачей. Наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Общественное российское телевидение представляет. Смотрите и участвуйте.
ты недремлющий вулкан, отрекись от войны, мира дай и тишины, мира юным и седым, мира грешным и святым, мира жизни земной, мира небу над тобой. Ты навек забудь удар, что разлуки векам. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Смотрите и участвуйте. Евровидение 2011. Россия!